Ветры нам поют ночью и днем, молча мы идем на север, там, где самый черт не сумел пройти, мы с тобой пройдем. Люди золото жаждут, чтоб его тратили. Вечно в мире суровом бродят старатели. Кострами небо грея. Игорю передать привет. Скрябин, Игорь. Игорюшка, привет. И от Сережи Котовского тоже привет. Ну все, а Сашку я не вижу, Дмитриева. Больше никого не вижу. Ну все, поехали. Всем привет. Это улица Зартасалинская. По этой улице мы ходили в школу. Разумеется, нас возил школьный автобус. Но для того, чтобы сэкономить 6 копеек хотя бы в одну сторону, мы ходили эти 2,5, наверное, километра пешочечком. А если еще обратно идем пешком, это уже 12 копеек экономии. Это уже круто. Сейчас вот подъезжаем уже. Это ДОЦ. Вот он, вот эти ворота, что остались. Это ДОЦ. Деревообрабатывающий цех. Но этого цеха здесь уже давно нету. А там был раньше Орстугре. Я помню, после 6 класса мы с пацанами пошли туда работать грузчиками. И сперли как-то, каюсь, бутылку водки. Ну а дальше я ничего не помню. Шучу, мы только пробку понюхали. Да, тоже шучу. А это Артасала. Сейчас будем поворачивать налево на улицу Кузнецова. Кузнецов — это герой Советского Союза, алданец. В честь него и названа эта улица. Мне написали, что на этом перекрестке Зартасалинской и Кузнецова раньше была химлаборатория Тимптоно-Учурской комплексной геолого-разведочной экспедиции и детский сад. Но я могу сказать честно, я не помню нифига об этом. Кто помнит, пишите в комментариях, всегда отвечу. Сейчас здесь станция техобслуживания, а здесь пустырь. Некоторые пишут насчет того, что у нас очень долго типа идет изменение Алдана. Я вот это снимаю только то, что меня просят заснять. Хотел бы я лучшие сделать кадры и видео строящихся крутых домов. Они, кстати, тоже есть. А я снимаю все подряд, то, что вижу, как настоящий кут. Что вижу, то и говорю. Изменения Алдана в лучшую сторону однозначно есть. Эти изменения в лучшую сторону у меня есть на видео. Видео дофига. У нас есть и бассейн, тот, который уже модернизировали, и для народа сделали этот бассейн. Тренажерные, борцовские залы, много секций разных. Центр лыжного спорта России. Вот они, новые дома, кстати. Центр подготовки спортсменов по зимним видам спорта России. Это не просто так. Там приезжают разные сборные наши. Соревнования проходят очень солидные, российского значения. Вот. Горнолыжную базу сделали. Ледовый дворец построили. Парки очень солидные. На праздники гуляем так всем городом. Все смотрят бесплатные выступления наших российских певцов знаменитых. Все нормально, все отлично. Но мы не можем так, чтобы раз и на утро у нас стояли тут небоскребы. Это и так понятно. Все меняется. Правда, хотелось бы, чтобы там проснулся и во всей красе все стоит, сверкает. Но это же идет процесс, это делается. Вот заправка раньше была, но она оказалась невыгодна.
и поэтому закрылась. А это уже выезжаем на улицу Комарова. Вот с левой стороны, вон белое здание, это больница. Некоторые могут сказать, что ага, она так и стоит до сих пор. В Питере там все стоит столетиями, вот и у нас так же. Так что все нормально, все хорошо. Ну, пора завязывать. Поехал.